Первый коммерческий рейс бразильский лайнер совершил в минувшую субботу в Усинск. Время полета из Сыктывкара рекордное – всего час. Комфортабельный салон, низкий уровень шума и чудесный пейзаж с высоты 10,5 километров не оставил равнодушным ни одного из участников исторического полета. В числе первых пассажиров оказался и Евгений Ракин. Сегодня мне предоставилась уникальная возможность стать одним из первых пассажиров того самого Эмбраера, о котором в последнее время так много говорили. Первый вылет по маршруту Сыктывкар-Усинск. Девушка, будьте добры, один билет. До вылета чуть меньше часа. Предвкушая исторический момент, делимся воспоминаниями о самолетах. Он же у нас первый в России. Коми Авиатранс является первым эксплуатантом этого типа самолетов, да, в России. И город Сыктывкар наш, нам всем повезло. Значит, это первый город, где базируются самолеты данного типа. Вот. Поэтому, конечно, волнительно. Последний раз в республике я летала в детстве еще на Ан-2 и на Ту-154. Поэтому тут сравнить как бы пока не с чем. Процедура регистрации и досмотра. Еще немного, и мы уже на взлетке. Самолет к вылету готов, рассаживаемся по местам. В числе первых пассажиров известные в республике люди и чиновники. Кто-то шутит. На борту министры и вице-премьер. Значит, точно не разобьемся. Впрочем, все дурные мысли скоро улетучиваются. А на высоте 10,5 километров нашему взору открываются завораживающие пейзажи. В лучах солнца зрелище особенно живописно. Чудный вид, за бортом минус 60, а в салоне тепло и комфортно, кресла мягкие, пространства для ног хватает, вот тут даже, наверное, еще две мои ноги влезут. Удобно, можно кушать, питаться, в общем-то, замечательно. Радует шумоизоляция. Мощные турбовентиляторные двигатели Rolls-Royce развивают вполне серьезную для авиалайнера скорость – до 830 км в час. Тем не менее, тихо и уши не закладывает. Длина самолета 30 метров, размах крыла 20. Благодаря эффективной форме машина держится в воздухе устойчиво, ее не трясет и не болтает. Это уже не старый самолет, и не Ан-24, это современный самолет. Так что считаю, что для региона нормально пойдет. И для внутрирегиональных перевозок он пойдет. И на нем, в принципе, в Москву можно летать. То есть 2 часа в нем можно вполне комфортно себя чувствовать. Впервые Embraer был представлен в 1989 году на авиасалоне в Ле-Бурже и сразу заинтересовал потенциальных заказчиков. Сегодня бразильский лайнер пользуется хорошим спросом у авиакомпаний, поскольку недорогой в обслуживании, а главное, очень надежный. По общим ощущениям, практически как в Боинге. Единственное, что вот потолок 1,82 м, ну и багажный отсек не такой глубокий, как хотелось бы. Поэтому большие сумки с собой не берите. Ручную кладь, ну, дамская сумочка какая-нибудь или маленькая спортивная, не больше. Иначе скажут сдать в багаж. Надо иметь в виду, что самолет относится к среднему классу и рассчитан прежде всего для региональных перевозок. Впрочем, единственный в России эксплуатант данной техники планирует открыть авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Что самое важное, напрямую из таких городов, как Ухта, Усинск и Воркута. В перспективе будут рассматривать и курортное направление. Нужно оформить некоторые документы, значит, вписать это в летную документацию компании, в реестр Росавиации. И, в общем-то, нам здесь активно помогает Коми МВТУ. Поэтому, ну, по большому счету, мы рассчитываем, что в феврале мы уже летим и на дальние маршруты. В аэропорту Усинска для первых пассажиров Embraer устраивают теплый прием. И хотя на улице свежо, минус 28, мороз не ощущается. Греют эмоции и впечатления от полета. Очень здорово взлетал, очень хорошо садилась, такая красота, солнце. И очень быстро, удобно, я бы сказала. Очень тепло, что для меня, для артистки. Я все время мерзну во всех самолетах. Я раздела все, даже кофту. Самолет очень комфортный, удобный, быстрый. Прилетели меньше, чем за час. Мне кажется, это очень здорово. Поэтому впечатления самые-самые положительные. Я рада, что жители нашей республики получили возможность летать на таком комфортном самолете и быстро, самое главное. Обратно с нами летят уже и рядовые усинцы. К слову, жители нефтяной столицы Коми тоже приятно удивлены. Меньше часа, и они в Сыктывкаре. По сравнению с Элькой, расстояние в 580 километров бразильская птица преодолевает в 2 раза быстрее. Евгений Ракин, Василий Янин, телеканал Юрган.